الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Алхамдулилля, хвала Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Мы с вами продолжаем изучение суры Аль-Бакара. И последний аят, который мы с вами изучили, это был 25-й, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вабашшири аллазина аману ва амилу ссалихати анна лахум джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар». И обрадуй же тех, которые уверовали и совершали праведные поступки, чем садами, под которыми текут реки. «Куллама рузику минха мин самарати ризкан калу хаза аллази рузикуна мин кабль». И каждый раз, когда к ним будут приносить плоды, пищу, явство, райскую еду, «Калу хаза аллази рузикуна мин кабль», они будут говорить: мы это уже вкушали до этого. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. И они обретут там нечто схожее, и у них будут пречистые супруги, и будут они там вечно. На этом аяте мы остановились, и сегодня же продолжим 26-й аят суры Аль-Бакара. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ла ястахьи ан ядриба матhalан ма ба'удатан фама фауқаха». Воистину, Аллах, Он не стесняется привести в пример комара или что-то больше этого. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. И те, которые уверовали, они знают, что это есть истина от их Господа. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. А те же, которые проявили неверие, они говорят: что же хотел сказать Аллах этими примерами и этими притчами. Аллах говорит: «Юдиллу бихи кафира ва яхди бихи кафира, ва ма юдиллу бихи илля аль-фасикин». Аллах наставляет ими, этими притчами, этими примерами, многих на истинный путь, или же вводит в заблуждение многих. И воистину Аллах вводит в заблуждение лишь нечестивцев. 26-й аят суры Аль-Бакара. Вначале Аллах говорит: воистину Аллах не стесняется, не смущается привести в пример комара. О чем идет речь? Толкователи Корана говорят, что причина это ниспосылания данного аята в том, что после того, как Аллах привел в пример лицемеров, мы с вами изучали аяты до этого, 2 аята, где Аллах сравнивает лицемеров с некоторой категорией людей. Один из примеров был: «Матhalухум каматали аллази истауқада нара». Они подобны тем, которые разожгли огонь. «Фалямма адаат ма хауляху захаба Аллаху бинурихим ва таракахум фи зулумати ла юбсирун». И когда их огонь разжегся, осветил все вокруг, Аллах забрал у них этот свет и оставил их в темноте, в которой они ничего не видят. Они слепы, они немы. И вот после того, как Аллах Субханаху ва Тааля привел в пример, говорится, что лицемеры, они сказали: Аллаху не подобает приводить подобные примеры. Это не подобает Его величию. Подобные слова были высказаны, что не подобает Всевышнему Творцу говорить такими простыми словами, приводя в пример.
И на что Аллах Субхану ва Тааля сказал: воистину Аллах не смущается и не стесняется приводить в пример даже комара, будь то даже комар. То есть это не является ниже достоинства Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь цель данных примеров – это разъяснение людям сути, их состояния, их положения. И наилучшим образом человек понимает вопрос, когда ему приводят пример. Мы очень часто пытаемся, когда человеку что-то объяснить, да, даже детям, возможно, иногда на какие-то вопросы отвечать, либо даже в школе, когда мы изучали какие-то правила, да, теоремы, какие-то законы, мы всегда ждали, когда же приведут пример на это, чтобы более правильно понять. Потому что озвучивание лишь закона, правила, оно не всегда дает человеку полного понимания. Но когда приводится пример, тут уже раскрывается вся суть. И в сравнении познается суть вещей. И здесь также Аллах Субхану ва Тааля приводит в Коране много примеров, множество сравнений. Одни из них лицемеры. Также ученые сказали, что этот аят также является ответом на идолопоклонников, язычников, которые высказали нечто подобное о том, что Аллах в Коране упомянул муху или упомянул паука. Они тоже сказали: что это за муха, зачем вы говорите о мухах, о таких незначительных вещах, о насекомых, о пауках? И на что Всевышний Аллах им ответил: воистину Аллах не смущается привести в пример даже комара. То есть в послании Аллаха, в книге Творца небес и земли упоминаются такие мелкие творения, как комар, либо же как муха или паук. Говоря о мухе, мы можем вернуться к суре Аль-Хадж. Аллах Субхану ва Тааля говорит: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. Нет, другой аят: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. О люди, прислушайтесь, ибо приводится пример, говорит Аллах. Воистину те, которые взывают кому-то помимо Аллаха, воистину те, кому взывают помимо Аллаха, не способны создать даже мухи. Те, к кому обращаются с мольбами, с просьбами о помощи, о сохранении, о поддержке какой-то. Все эти вещи, все те, к кому обращаются с мольбами и поклонением, они не способны, говорит Аллах, создать даже мухи. И вот здесь приводится муха. И что говорит далее Аллах? И даже если муха у них что-то заберет, они не способны будут это у нее отнять. Да, это очень интересный пример, субханаллах. Например, представить идола, к которому приходят сотни, тысячи людей, и у этого идола преподносят разные пищу, да, как это часто происходит, еду, и на эту еду, когда она начинает портиться, собираются мухи, и мухи себе забирают оттуда часть. Получается, муха прилетела, забрала у божества еду, и божество никак не может даже ответить на это. Очень явный и простой пример, да, показывающий на то, насколько заблудшие эти люди и насколько глупые их действия, что они обращаются с мольбой к тем, которые не способны даже мухи создать. Ладно, создать, даже если муха у них что-то отберет, они не способны будут как-то от этой мухи даже защититься. Что касается паука, то это приходится в суре Аль-Анкабут. У нас есть целая сура, именуется «Паук», где Аллах Субхану ва Тааля говорит в 41-м аяте: «Мафалу аллазина иттахазу мин дуни Аллахи аулияа камафали аль-анкабути иттахазат байта ва инна вахана аль-буюти лабайту аль-анкабут лау кану я'ламун». Те, которые берут себе в покровители кого-то помимо Аллаха, берут себе покровителями кого-то помимо Аллаха. То есть они уповают на них, они надеются на них, они поклоняются им, обожествляют это. Они подобны пауку, который сделал себе жилище.
И воистину, говорит, самое ничтожное жилище, непрочное жилище – это жилище паука. Это жилище не защищает от холода, от погодных каких-то условий, от сырости. И более того, мы все знаем паутину. Это случайно даже заденешь, да, небольшое что-то туда попадет, оно тут же ломается. И вот этот пример показывает то, что люди, которые берут себе покровителей помимо Аллаха, они думают, что они защищены. Они думают, что эти покровители их спасут. Но по сути они как будто себе соткали паутину, дом из паутины. Разве этот дом может что-то от чего-то защитить и как-то помочь? И также эти люди в день суда останутся без какой-либо поддержки. И возвращаясь к нашему аяту касаемо комара, некоторые ученые также сказали, что здесь Аллах Субханаху ва Тааля приводит комара как пример мирской жизни. Как пример мирской жизни. То есть человек в мирской жизни подобен комару. Ведь комар как? Пока он голоден, он живет. Однако он насытится, он умирает. И также человек в мирской жизни, когда он насытится в этом мире, когда получит свой ризк, который был ему прописан, Аллах забирает его душу. Тогда, когда человек даже этого не ожидает и не готов, может, к этому. Такие интересные примеры есть в Коране. И далее Аллах говорит, а те, которые уверовали, они знают, что это есть истина от их Господа. А те, которые проявили неверие, говорят, что же хотел сказать Аллах этими примерами и притчами. Таково положение верующих и неверующих, истинно верующих и лицемеров. В суре Тауба Аллах Субханаху ва Тааля подобного смысла аят приводит: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. И когда не спосылается сура, они говорят, лицемеры говорят, кому из вас это прибавило веры, набожности, богобоязненности? А верующие же говорят, а верующим же эти суры, они прибавляют веры, богобоязненность, набожность. И они радуются этому. И таково положение людей, мы сказали, верующие люди, их сердца открыты. И суры, аяты из Корана, либо же знамения, которые окружают нас, либо примеры и притчи, которые приводит Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, сравнение, люди верующие, они понимают суть этого. И эти примеры им добавляют лишь осознанности, прибавляют им богобоязненности и убежденности. Но человек, у которого сердце запечатано, да, как Аллах в Коране говорил, мы уже проходили в суре Аль-Бакара, да, «Инна аллазина кафару саваун алейхим», воистину неверующие, им все равно, будешь ты их увещевать или не будешь, они не уверуют, потому что сердца их запечатаны. И подобные лицемеры, какие бы явные чудеса и доказательства им не приводились, какие бы притчи и сравнения они не читали, не слышали, им это ничего не прибавляет. Они лишь говорят, что же хотел сказать Бог Всевышний, Аллах, этими словами. И даже если явное чудо произойдет у них на глазах, как раскол луны во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они говорят, «Ин хада илля сихрум мустамир». Это есть продолжительное колдовство. Явное чудо у них на глазах, на небе, раскол луны, они говорят, это есть колдовство. И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Юдиллу бихи кафира ва яхди бихи кафира». И этими примерами, этими сравнениями и аятами Корана Аллах, Он вводит в заблуждение многих. И также Он наставляет на прямой путь многих. И Он вводит в заблуждение лишь нечестивцев. Мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля, Его справедливость, она требует, чтобы люди, каждый человек, он получил то, что он заслужил. И если Аллах Субханаху ва Тааля наставил кого-то на прямой путь, значит, таково требование мудрости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И этот человек достоин этого прямого пути. Но если же Аллах Субханаху ва Тааля кого-то ввел в заблуждение, то это неспроста. Это значит,
этот человек склонен к этому греху, к заблуждению, и он заслуживает этого. И поэтому Аллах говорит: «Вама юдиллю бихи илля аль-фасикин». И Аллах вводит в заблуждение лишь нечестивцев. Причина того, что они находятся в этом заблуждении, это нечестие, их грех. Что такое нечестие? По-арабски фиск. Да, мы слышали такие слова, как фасик, фиск. И здесь в Коране говорится фасикин, это множественное число. Это означает приступающий границы, вышедшие из повиновения, которые выходят из повиновения. Да, например, что интересно, в арабском языке разных вредителей, крыс, мышей, их тоже называют фасик. Фуэйсика в хадисе у нас приводится, да, мелкие грызуны. Почему? Потому что они выходят из норы и потом наносят вред. И также здесь фасик, нечестивец, он выходит из повиновения и распространяет нечестие. Вот что означает слово фасик, вышедший из повиновения человек. И Аллах Субхану ва Тааля дал им то, что они заслужили из-за того, как они поступали. Далее, 27-й аят, Аллах говорит: «Аллазина янкудуна ахда Аллахи мин ба'ди мифакихи, ва яктауна ма амар Аллаху бихи ан юсала ва юфсидуна фил арды, улаика хумуль хасирун». Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает этих нечестивцев. Тех нечестивцев, которые заслужили заблуждение. Кто же они такие? Какие их качества? Тут важно слушать и, конечно же, анализировать. Аллах говорит: это те, которые нарушают завет, соглашение с Аллахом после того, как они заключили его. И разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. 3 качества здесь упоминаются фасика, нечестивого человека. Первое, они разрывают завет, либо соглашение с Аллахом после того, как оно было заключено. Что за завет, что за соглашение? Как они разрывают его, если они изначально даже не уверовали в него? Как раз таки их неверие, непризнание истинности послания пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и других посланников Всевышнего, это и есть разрывание, именуется разрыванием соглашения. Ведь Аллах, когда посылает пророков и посланников, через них Он доводит до людей истину и явными знамениями, аятами, как устными аятами, к примеру, аяты Корана, или явными внешними аятами, чудесами, окружающими человека. Он до людей доводит эту истину, и их задача уверовать в эту истину. Но они, когда, получается, Аллах довел до людей свою часть, да, выполнил, можем сказать, завета, соглашения, что Он до людей отправляет истину, Он им объясняет, разъясняет ее. Люди, в свою очередь, они не выполняют то, что от них требуется. Они не руководствуются этим посланием и не следуют за ним. И таким образом они разрывают соглашение, завет, который Аллах Субхану ва Тааля установил в этом мире. Поклонение Ему и обожествление лишь Его, не предавая Ему сотоварища. И также под заветом некоторые толкователи сказали, что подразумеваются иудеи, у которых в Торе, да, по заветам было предписано повиновение и послушание последнему Божьему посланнику, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И они знали его, они ждали его. Да, и если вернуться к истории, к Сирии, они даже переселились в город, который описан у них в Писаниях. Это город Медина. Им сообщено было, что он явится из этого города. Там в Аравийском полуострове жило целых 3 иудейских племени в городе Менида. И они ждали пришествия последнего пророка. Однако, когда этот пророк явился, они отказались уверовать в него. И таким образом нарушили тот завет, который был заключен. Почему они отказались уверовать в него и последовать за ним? Мы знаем, потому что он не был из их числа, из потомков Бану Исраиль, из потомков иудеев. Он был из арабов, и поэтому они отвергли его. Далее, второе качество. Они разрывают то,
что Аллах повелел сохранить, что Аллах повелел поддерживать. Разрывают то. В первую очередь, да, некоторые толкователи сказали, что это такое, что Аллах велел поддерживать. Это родственные узы. В первую очередь, это родственные узы. И касаемо родственных уз, у нас есть хадисы, предостерегающие, к примеру, хадис Кудси, да, смысл которого в том, что Аллах Субхану ва Тааля сказал в хадисе Кудси, который передал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, от Аллаха, достоверный хадис, сборник имама Аль-Бухари, что Аллах будет разрывать связь с тем, кто разорвал родственные узы. Аллах будет разрывать связь с тем, кто разорвал родственные узы. Разве может быть человек более несчастен, чем этот? И поэтому каждый раз, когда возникает какой-то конфликт с родственниками, и появляется желание отдалиться от них, появляется желание разорвать с ними общение, неприятно, возможно, выслушивать их речи. Бывают разные ситуации. Да, некоторые могут к религии человека как-то негативно относиться, такое тоже бывает. Либо к его образу жизни как-то. И каждый раз, когда ты к ним приходишь в гости, либо же звонишь им, либо встречаешься с ними, бывает такое, что приходится слушать разного рода не самые приятные слова, возможно. Или иногда они каким-то образом подводят тебя, как-то поступают неправильно. И вообще разные случаи могут быть. Но надо помнить, что каждый раз, когда появляется желание вот это отношение разорвать и перестать с родственниками поддерживать отношения, вспоминать этот хадис. Хадис, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он разорвет связь с тем, кто разорвал родственные узы. А если этот родственник мусульманин, то у нас уже два обязательства появляются. Первое – родственник, второе – еще он мусульманин. А если это он еще сосед твой, то еще уже 3 обязательства появляются. Мусульманин, родственник, сосед. И чем больше вот этих обязательств, тем больше у него прав, и тем страшнее порывать с ними узы. Значит, они разрывают то, что Аллах повелел поддерживать. Это родственные узы, и также другие толкователи Корана сказали, это вообще все отношения, которые Всевышний Аллах повелел поддерживать. Связь между мусульманами. Мы знаем, что мусульмане не должны более чем на 3 дня друг друга оставлять. Да, родственники, родители и так далее. И также, возвращаясь к тому, что Аллах говорил, они разрывают завет Аллаха, соглашение с Аллахом. Здесь толкователи Корана сказали, что сюда также относятся соглашения, которые они заключают между собой. Договора. Обещали друг другу, между собой как-то договорились, все. Выполнение этого обязательства становится ваджиб, обязательным, и нарушать его нельзя. Это качество фасиков, нечестивцев. И третье, они распространяют нечестие на земле. Каким образом распространяют нечестие? Совершая греховные поступки, ослушаясь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И что говорит Аллах? «Уляика хумуль хасирун». Они и есть те, кто понесут убыток. Это и есть те, которые понесут убыток. Хасирун. Мы в суре Аль-Аср говорим «Валь-Аср инна линсана ляфи хуср». Клянусь временем, либо предвечерним временем аср. Воистину, все люди в убытке. Хуср. Вот это и есть хасирун. Хуср, по-татарски мы говорим хасрат. Это и есть убыток. Что такое убыток? Человек, который немножко с торговлей знаком или ведением какого-то бизнеса, он знает, что такое убыток. Это когда он вкладывается во что-то и потом не получает от этого ожидаемого выгоды, прибыли. Он или вообще все теряет. Это и есть убыток. Он, получается, работает себе в убыток. Так вот же эти люди, они проживают жизнь себе в убыток. Это действительно страшное положение. Он прожил свои
годы, которые ему выделены, 60, 70, 80 лет, и он эту жизнь прожил себе в убыток. И никакую пользу он не извлек. И вернувшись к Аллаху Субханаху ва Тааля в судный день, его ожидает лишь печаль и страдания. И далее Аллах говорит: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Как же вы проявляете неверие к Аллаху? Как вы не веруете в Аллаха? وكنتم أمواتا, вы были мертвы. فأحياكم, Он вас оживил. ثم يميتكم, затем Он вас вновь умертвит. ثم يحييكم, затем вновь оживит. ثم إليه ترجعون, а затем вы к Нему вернетесь. Аллах говорит: как же вы не верите в Аллаха? А ведь Он вас сотворил. Вы были мертвы, нас не было. Мы были в небытие, в отсутствии, и Всевышний, наш Творец, нас создал. Мы не создали сами себя. Мы не могли появиться без причины. Есть Творец и Создатель. То есть наше само существование является доказательством того, что есть Творец. Как Аллах говорит: «Вафи анфусикум афаля тубсирун», в вас самих есть знамения, доказательства, как же вы этого не видите? И здесь же аяте также Аллах говорит: как же вы не верите, ведь Он вас создал. Он оживил вас, когда вас не было. Он дал вам эту жизнь. Кто способен что-то создать? Никто не способен что-либо в этом мире создать из ничего. На сегодняшний день, как бы далеко наука не продвинулась, она не способна создать даже мухи. Даже мухи. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране. Из небытия, из ничего. Что означает из ничего? То есть из пустоты. На сегодняшний день, что бы мы ни делали, скажем, не изобретали, не создавали, все мы используем материалы, которые нам дарованы Всевышним. А кто способен создать из ничего, из пустоты? Лишь сам всемогущий, всезнающий Аллах. И далее Аллах говорит: вы были мертвы, и Он вас оживил, привел нас в этот мир. А затем Он вас умертвит вновь. Опять мы вернемся к смерти. Душа наша покинет тело, и мы будем похоронены. Но на этом не заканчивается. Потому что Аллах продолжает и говорит: «Thumma yuhyikum», а затем Он вас вновь оживит. Вы будете воскрешены. «Thumma ilayhi turja'un», и вы будете возвращены к Нему. Вот в этом аяте можно выделить, то есть в этом аяте выделяются 3 этапа человеческой жизни. 3 этапа человеческой жизни. Первый этап, можем сказать, с рождения до смерти. Ведь Аллах говорит: вы были мертвы, Он вас оживил и затем умертвит. Это первый этап. Это наша хаяту дунья, мирская жизнь, близкая жизнь. Далее, после смерти, через какое-то время Аллах нас вновь «Thumma yuhyikum» опять оживит. Вот этот этап – это ахират, да, жизнь следующая, да, более, если детально сказать, можно сказать, это барзах, этап жизни барзах, загробное. Само слово барзах означает преграда. И это слово упоминается в Коране. «Вами вараихим барзахун иля йоми юба'аthун», говорит Аллах, и позади них есть барзах, преграда до судного дня. Почему этот этап жизни после смерти до воскрешения назван барзах, преградой? Потому что оттуда никто не может вернуться, не может воскреснуть, пока не наступит какой день? День воскрешения, судный день. И после судного дня уже жизнь вечная. Жизнь вечная. Дунья, барзах, ахират, вечность. И вот у нас 3 этапа жизни, и самый короткий из них – это хаяту дунья. Вот это мирская жизнь. Но несмотря на то, что этот этап самый короткий, он самый важный. Потому что лишь в этом хаяту дунья, в мирской жизни, мы можем что-либо предпринять для того, чтобы заложить себе будущую жизнь. Как только мы из этого мира уйдем, как только ангел смерти придет забирать нашу душу,
и мы оставим этот мир, мы не способны будем ничего изменить. А человек будет хотеть вернуться. Он будет хотеть вернуться. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Когда к одному из них придет смерть, он скажет: «О мой Господь, верни меня». لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Быть может, я буду совершать благие дела, которые оставил, упустил. Калля. Нет же, говорит Аллах. Нет, не будет возвращения. И это очень важно. И как мы на прошлом уроке, на прошлой лекции уже упоминали о видах наказаний, которые уготованы людям, и о видах блаженства, которые ждут в вечности, мы еще тогда подытожили, что человек в этом мире, у него есть выбор. У него есть выбор. Вот этот короткий миг времени, как прожить. Прожить, да, с трудностями, прожить, сдерживая свой нефс, прожить, сражаясь с шайтаном и его наущеваниями, но потом, как итог, заслужить вечное блаженство, либо в этом мире вести себя, наслаждаясь, следуя своему шахвату, своему нефсу, полностью лишь потакая своим страстям. Но вот это короткое время наслаждения, оно вмиг забудется, когда человек будет ввергнут в адские муки и испытает эти страшные наказания. И здесь же аят тоже нам говорит, Аллах Субхану ва Тааля напоминает, предостерегает. «Thumma илейхи турджаун». Затем вы будете к нему возвращены. На этом мы завершим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху